Троих уроженцев Северного Кавказа задержали сегодня ночью сотрудники полиции Центрального округа Москвы по подозрению в разбойном нападении. Наглые и самоуверенные молодые люди при задержании пытались угрожать полицейским холодным оружием. В отделе полиции задержанные также не отличались скромным поведением. Более подробно расскажет Олеся Горчинская. Ай, Серега, братан, со мной был. Дай тебя обниму. Наглость и дерзость этого мужчины может шокировать любого нормального человека. Так с сотрудниками полиции разговаривает подозреваемый в тяжком преступлении, а именно в разбойном нападении. Уроженцев Северокавказского региона задержали минувшей ночью в самом центре Москвы. По предварительным данным, они, угрожая ножами, напали на троих жителей Армении. Отобрали сумки и мобильные телефоны. Сам жена? Был жена. Дети есть? Есть 2 сына. Где жил? В Чечне? Да. Сейчас растут, сюда переедут. Тем же будет заниматься тем же, чем я занимался. Во время задержания подозреваемые никак не реагировали на требования полицейских сдаться. Более того, они угрожали стражам порядка ножами и заточками, а после бросились бежать. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но все безуспешно. Пришлось стрелять на поражение. В результате один из беглецов был ранен. По адресу улицы Средневоевича, дом 5, нами были обнаружены 3 граждан, которые находились в машине такси и сидели, ковырялись в сумке. Потерпевшие указали на этих лиц, как на лиц, совершивших преступления в отношении них. По словам задержанных, они приехали, что называется, покорять Москву. Начали с российских женщин, оккупировали их квартиры, работать отказались. Пытались, правда, где-то подработать, до зарплаты не понравились. Чем занимался? На стройке работал. Бананы продавал я, людей продавал. Шучу, бананы не продавал, как Берсан сказал. Задержан? Сейчас задержим за то, что мы избили барыг, которые продавали наркоту. Понял? За что задержали? Да барыг там наказали, шли по улице, это самое. Эти барыги начали предлагать курить, не курить, там это, короче, там шарики, марики, там, ну, барыги, короче. Этот мужчина ранее уже был судим по 330 статье Уголовного кодекса Российской Федерации за самоуправство. Если судить о его поведении, самолюбие и произвол у него в крови. Прямо. А? Прямо. Прямо на меня. Пожалуйста. Прямо повернись. Пожалуйста. В автомобиле в момент задержания находился еще один мужчина. Вот он. Он представился водителем такси и наотрез отказался признавать дружбу с задержанными. Сейчас следствию предстоит выяснить, причастен ли он к совершенному преступлению. Я ни разу в жизни не совершал преступления. Запрещенного ничего при себе нету? Нет, запрещенного ничего нет при себе. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Если суд признает их вину, то за решетку они отправятся как минимум на 10 лет.